Здравствуйте, в эфире телеканала «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В республике в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом с 24 марта стартовал месячник борьбы с туберкулезом. О постоянной упорной борьбе с коварной болезнью и успехах современной медицины в методах профилактики и диагностики туберкулеза расскажет гостья в студии Лариса Шепелева, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий отделением лучевой диагностики научно-практического центра «Фтизиатрия», доктор медицинских наук. Лариса Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о проведении месячника борьбы с туберкулезом, каковы цели и задачи и какие мероприятия проводятся? По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Но цель данного мероприятия – это донести до населения разнообразных формах информацию о профилактике туберкулеза, о особенностях проявления данного заболевания, о мерах профилактики. То есть это донести до населения информацию о таком заболевании, коварном заболевании, как туберкулез. А какие мероприятия проводятся? Но обычно мы в течение месяца у нас в республике с 24 марта по 24 апреля проводим месячник, да, с учетом того, что эта проблема очень актуальная, и учитывая эпидемиологическую значимость профилактики данного заболевания, это мероприятие у нас проходит в течение месяца. Мы проводим лекции, выходим в школы, учреждения, читаем лекции, распространяем информации, разные информационные рекламные проспекты распространяем, участвуем в ярмарках, выставках, делаем профилактические медосмотры в учреждениях, школах, проводим иммунологические тесты, то есть проводим санитарно-профилактическую обширную работу по всей республике, не только в городе Якутске, а по всем районам нашей республики. То есть все для того, чтобы предупредить людей о заболевании. Да, что есть такое инфекционное заболевание, как туберкулез. А в целом, какова ситуация с туберкулезом у нас в республике? В республике последние годы идет снижение заболеваемости, стабилизация, мы говорим, заболеваемости. Да? Если взять 2012 год и 2022 год, в течение 10 лет у нас заболеваемость, показатель заболеваемости туберкулезом снизилась 2 с лишним раза. Да? Но мы, специалисты, говорим, что ситуация все-таки остается напряженной, потому что сейчас идут такие формы туберкулеза, как устойчивые к лекарствам, такие формы идут. Есть сочетание туберкулеза с ВИЧ-инфекцией, это тоже совсем по-другому протекает туберкулез. Да? И вот последние 2 года, то, что у нас по всей стране прошел ковид, вот эта ковидная инфекция, как он повлияет на течение туберкулеза, это требует глубокого изучения, потому что эти 2 заболевания являются заболеваниями дыхательной системы, снижается иммунитет, и все это как скажется на больных туберкулезом, да, или на здоровых, как это скажется, все это требует, конечно, дальнейшего изучения и работы. А есть ли какая-то статистика по нашей республике, что вот в каком-то районе больше, в каком-то меньше заболевших? Но, знаете, статистика говорит о том, что у нас в Якутске достаточно такой высокий уровень заболеваемости. Это из-за того, что у нас очень много приезжих, мигрантов много, поэтому в Якутске бывает выше заболеваемость, чем в других, например, северных районах, где вот такого перемещения населения нет. Вы заведуете отделением лучевой диагностики. Какова роль специалистов вашего отделения в борьбе с туберкулезом?
Да, я достаточно имею большой стаж работы, 40 лет я работаю рентгенологом, из них 16 я заведую отделением лучевой диагностики научно-практического центра фтизиатрия. У меня в отделении работают 33 сотрудника. Это врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, это рентген-лаборанты, медицинские сестры, младший медперсонал и работники, инженера компьютерной томографии. Вот у меня большой. И задачами нашего отделения является в первую очередь это проведение профилактических флюорографических исследований для того, чтобы раньше выявить это заболевание. Да? Вы все знаете, что у нас в республике эти профилактические флюорографические исследования проводятся с 15 лет и старше населению. Да? Но есть группа населения, которым мы делаем внепланово. Это вот лица из окружения детей виражных. Виражные дети – это дети, которые впервые дают положительные результаты на реакцию МАНТУ и диаскин-тест. То есть мы выявляем инфицированность данных детей. Да? Также лица, приехавшие из разных регионов нашей страны на проживание, на работу, на постоянное или временное проживание приезжают, да, или для работы приезжают, вот им тоже мы делаем внеплановые. Также в эту группу относятся призывники. Также к ним относятся вот эти студенты, которые заселяются в общежитие, да? Относятся лица с впервые установленной ВИЧ-инфекцией. Также иностранные граждане без определенного места жительства. Вот им всем мы проводим внеплановые флюорографические исследования. А насколько важно регулярно и ежегодно проходить флюорографию? Вы знаете, мы считаем, что это очень важно, потому что опыт показывает, что 70–80% впервые выявленного активного туберкулеза мы выявляем именно через профилактические исследования. Это флюорографические исследования у взрослых, да, а у детей это иммунологические тесты, реакция МАНТУ и диаскин-тест. Поэтому это очень важно проходить профилактические флюорографические исследования ежегодно один раз. То есть, если человек сделает флюорографию, уже будет понятно, есть ли инфекция, да? Да, да. А какова оснащенность вашего отделения рентгенологической техникой? У нас в отделении сейчас установлены 5 рентгеновских аппаратов, 3 ультразвуковых аппарата. И в конце 2021 года мы установили совершенно новый 64-срезовый компьютерный томограф фирмы Siemens. До этого в 2007 году у нас был поставлен 2-срезовый компьютерный томограф, на котором мы проработали более 15 лет. И возможности данного аппарата очень высокие, позволяют выявлять изменения размерами 1–2 мм. Разрешающая способность очень высокая. И на днях мы еще получили рентгенохирургический аппарат СДУГа, который будет применяться для проведения операций на костях, на позвонках и на суставах. За последние годы в республике здравоохранение развивается быстрыми темпами, успешно внедряются новые методы диагностики и лечения. Какие нововведения произошли в вашем отделении и можно ли говорить о прорыве в рентгенологии? Да, сейчас, вы знаете, медицина очень быстро развивается, в том числе рентгенология. Я считаю, вообще в рентгенологии это последние годы большой прорыв сделали, да, мы.
Это потому что вот если говорить да, об оснащении нашей республики рентгенаппаратами, если только за один год, за 2022 год в 21 районе нашей республики были обновлены 52 рентгеновских аппарата. Это же вообще большое такое огромное количество рентгенаппаратуры поступило да, в республику. В том числе и к нам, вот я сказала, поступило 2 аппарата, да, и это, конечно, очень большое подспорье для того, чтобы своевременно ставить диагнозы всем пациентам, не только туберкулезным пациентам, а всем пациентам, которые обращаются за медицинской помощью наши учреждения, организации медицинские, да. И воспользовавшись моментом, я хочу выразить благодарность нашему министерству, нашему правительству за то, что они обращают очень большое внимание на оснащение, на обновление парка медицинских организаций нашей республики. Ваш центр проводит не только практическую работу, также вы занимаетесь научно-исследовательской работой. По каким направлениям вы ведете работу? Научно-исследовательская да, работа у нас, вот центр называется научно-практический центр, да, и проводит огромную не только практическую работу, но и научную работу. У нас, например, в отделении с прошлого года проводится научная работа по применению искусственного интеллекта для скрининга, диагностики туберкулеза. Да? И эта работа проводится не только нашим институтом, да, а совместно Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных болезней, который расположен в городе Москве, и Московским университетом имени Ломоносова. Что эта программа даст да, для практического здравоохранения? Применение искусственного интеллекта, конечно, облегчит работу врача-рентгенолога, потому что, представьте себе, рентгенолог каждый день флюорографически смотрит от 100 до 150 человек. Да? Это очень большая нагрузка. А если мы будем применять искусственный интеллект, это, конечно, облегчит значительно, ускорит работу врача-рентгенолога. Еще я хочу сказать, что с прошлого года у нас очень широко внедряется РТМИС в нашу практику, и мы очень хорошо применяем сами эту архивную систему Архимед, что позволяет нам делать консультации с разных удаленных районов, сидя. Например, в Якутске я могу делать консультации с районов рентгеновских снимков. Лариса Петровна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам большое спасибо за приглашение. О месячнике борьбы с туберкулезом мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.